Это село на берегу реки Яна считалось краем земли. Для полярных исследователей прошлых столетий Казачье – последний оплот цивилизации. Отсюда уходили открывать новые земли. В 1902 году трагедией закончились поиски земли Санникова. Вы видите маршрут Толля, красной линии, и пунктирной линией вы видите здесь маршрут спасательной экспедиции Колчака. Эдуарду Толю и его другу Колчаку посвящен целый зал. В школьном музее бережно хранят их личные вещи. В разные годы оба гостили в этом учебном заведении. Сейчас Казачинской средней школе 140 лет. К юбилею построили новое здание. Но первая зима выявила проблемы. Продувает из полов, через стены, через потолки, через окна. Было очень много ремонта, но безрезультатно. Сначала стал ломаться гипсокартон, потом посыпалась шпатлевка. К концу учебного года повело окна и двери. Радость новоселья сменилась заключением экспертов. Строительный брак. Строили Су-98 проект из Якутска. И очень много у нас проблем. Письма в Якутск результата не дали, сетует директор школы. Надежда на делегацию правительства, приехавшую в село с отчетом. В местном клубе собралась вся общественность поселка. Вопросы самые разные. Я хотела спросить про дороги между поселками. На них же много денег выделяется. Транспортная доступность – одна из главных проблем Заполярья. На сотни километров минимум дорожной техники. Почти все трассы – автозимники. Чтобы добраться из Казачьего в Хаир, нужно проехать сначала по замерзшей Яне, потом по тундре и снова по рекам, Амалою и его притоку. Сейчас это направление одно из самых оживленных в разгаре перевозка угля. Яна плохо замерзла. Тепло стоит, и снег выпал, не сдуло совсем. Лед тонкий. Машины много повалилось. Эвенский Хаир – одно из немногих сел Якутии, где нет центрального отопления. Каждый дом жители обогревают сами. Пользуются в основном углем. Дрова в тундре дефицит и только для растопки печей. Тундровая зона. Дрова у нас в доступности только 30 километров и больше где-то. Современная модульная электростанция – единственный объект, построенный в селе за последние 20 лет. Давно обветшали дома оленеводов, беспокоит состояние школы. Эта школа на здании – это бывший магазин. Еще при советской райпо, там существовал, магазин построил, и все ликвидировались они. Вот в этом здании, как в школе. Глава родовой общины Александр Барабанский разводит около 3000 оленей, имеет подряд о содержании зимника и попутно моет золото. Постоянным местом жительства выбрал заброшенный поселок Кулар. Вот у меня золото лежит. Вот заметите, это перед спутник золота. Территория бывшего прииска сейчас принадлежит Амалойскому национальному наследию. Рассыпное золото по ключам давно собрали. Даже дома поселка снесли и еще раз промыли пески. Теперь запасы исчерпаны. Перспективы лишь у рудных месторождений Кулара. Нужен крупный инвестор. Тут рудное золото море сейчас осталось. То есть тут вокруг меня Кулара 3 месторождения. Закрытие производства и отток населения – главная проблема уцелевших промышленных поселков. Они сегодня считаются наиболее социально сложными. Нет стоматолога, нет хирурга. Никого нет, кроме... 2 раза в год. Вот это только название, что у нас стоматолог. Да. Конечно. Такие вопросы задают правительству почти в каждом населенном пункте. Министр, в свою очередь, отмечает смену приоритетов. Еще недавно основные упреки были в адрес ЖКХ. Но вопросы здравоохранения и связи сейчас стали превалировать. В прошлом году понятно, что очень сложно проходил отопительный сезон и в Казачьем, и в Усьянском. Мы в летний период работу провели, поэтому как-то снизили такую критику. Да? Районный центр, поселок Депутатский. Для правительственной группы это уже 10-я встреча. Население задает традиционный вопрос. Все представители нашего правительства, которые приезжали сюда, каждый год с отчетом и каждый раз обещали начать возрождение о добывающей промышленности. 6 лет назад закрылось последнее промышленное предприятие Устьяны. Сахаолова объявили банкротом. Все это время на прииске Теректях дежурят охранники. Имущество берегли не зря. К месторождению проявило интерес частное акционерное общество. В 2017 году должно уже начаться оловодобыча. Но, насколько мне известно, это будет не подземка. Это будет поверхностная добыча. Ветераны оловянной промышленности рады даже минимальным объемам производства. Понимают, прежней мощи не восстановить. Бывший дежурный электрик обогатительной фабрики сокрушаются, что не заберегли ценное оборудование. Его разграбили охотники за цветметом. Хозяин хороший нужен. А так специалисты нужны. Хозяин жесткий нужен. Потому что вот это вот все, это бесхозяйственность, это халатность самое простое.
Все, разбомбили, и никто за это не отвечает. Основанием для организации добычи олова стала резко возросшая его цена. Возрождать промышленность Якутия собирается самостоятельно, с надеждой в дальнейшем попасть в федеральную программу по замещению импорта сырья. По подсчетам специалистов, разведанных запасов полезных ископаемых здесь хватит на десятилетия вперед. Эксперты считают, что с возрождением оловодобывающей промышленности в 2017 году начнется новый этап развития Арктики. Надежда Максимова живет в Депутатском уже 40 лет. В 90-е одна из первых организовала частный бизнес. История ее предприятия полностью повторяет судьбу промышленности района. У меня было крестьянское хозяйство поначалу, потом магазины. 2 были магазина. Но были аварии, все это терялось, все это пропадало, погибало, мы снова восстанавливались. В год предпринимательства идет на очередной риск. Запускает собственный молочный завод. Оборудование уже завезено. Но сейчас у нас все завозится самолетом, и это очень дорого. Вот. И бывает, что сроки годности уже там той же сметане, там, пока ее сюда довезут, она уже срок годности прошел. Жители Депутатского не сдадутся, так говорят старожилы. Создав на пустом месте оловянную промышленность и пережив банкротство, научились выживать за счет частного бизнеса. Не зря в райцентре магазины в каждом подъезде. Спасибо, большое встречи. Объехав территорию, правительственная группа собрала все наказы избирателей. В эти дни завершаются отчеты и в оставшихся районах Якутии. Результаты будут подведены позже, но уже сейчас понятно, что проблемы у жителей республики везде похожие. Дмитрий Макаров, Владимир Маков, Вести, Устьянский район.